Зараз я запрошую сюди в нашу студію для протягу нашої програми Олену Дмитровну Стральцову і Тихона Чернякевича. Добрий день, шановне господарство. Завсёды приємно і завсёды легко і здорово розмовляти приватно з Оленою Дмитровною Стральцовою, тому що це чоловік з феноменальною пам'яттю просто, який абсолютно за 1,5 секунди тебе перемішає у сутич, можна сказати, до Михася Леоновича Стральцова, до того, яким він був чоловіком, яким він був батьком, яким він був мужем. Ось. І вельми завсёды шкодувалося, що тільки я один, тільки 2, 3, 4, 5 чоловік обраних це чують, це ведають. На жаль, з тих, не ведаю, тисяч, напевно, людей, які люблять Стральцова, які його читають, перечитують, там, купляють книжки в букіністах або нові книжки його. Ось. Тому вельми приємно, що ми все-таки зустрілися з Оленою Дмитровною на фестивалі. Ось. І я ось хотів би почати, можна бути спочатку, неколи ви розказували про ось сам момент вашого знайомства з Михасем Леоновичем, як це відбулося, що він, почувши, откуль ви, одразу звернув у вас увагу. Ось, як це відбулося? Я мяркую, що увагу він звернув при першому позірку, як і я на його. Тому що ми йшли до його сябра, який ніякого дочинення не мав до літератури, але він оказався з одної вёски, ці земляк, як потім викреслилося. І так отрималося, що він відчинив двері, а ми йшли, цей чоловік доставав ці апельсины для моей бабули. Она помирала. На той час это была проблема. Да, это была проблема, а она уже ничего не могла есть, и только ведь искали сок, а это было довольно складано. Вот, и шли, а атрымалася так, что девчина, которая меня вела до своего сябра, який доставав нам, чинил двери Михась. І перша стояла не я, а та дівчина, яка йшла в цю хату. І я побачила перед собою чоловіка, вельми пригожого. І виразно, колись я потім розказала, я дуже довгий час ніколи об этом не говорила, бо це так, могли, по-перше, і не повірити мені. Но це було так. У него был нимб над головой, а сзади солнце с той комнаты, якая была отчинена. И солнце, и я просто разгубилась. А потом это все ніяк так. Прошли у комнату, у покой. Ось, і, почались якісь там знайомства. Я звернула увагу, що там опрача Михася і того Володі, до якого ми йшли, ще було кілька чоловік, і всі розмовляли на білоруській мові. Я думала, в той час ніхто я не чула, щоб розмовляли так. Думаю, видать, вони це, що-то... Не ведаю, що вони, думаю, чому вони по-білоруську. Я з ними так само. І Михась сказав, що дівчина говорить по-білоруську, видать, з білоруської вёски, видать, з сім'ї наставників. А поскольку я була чоловік такий, любив правду, я їй кажу, що ні, ви помиляєтеся. І наогул я з Ярославля. А в той час Михась працював над своєю загадкою Богдановича. І йому, звісно, його це уразило. И потом, так как я себя свободно вела, словесно, конечно, он... не було у него вийти. Йому треба було со мною знайомитися, розмовляти. Так почалось наше знайомство з ним.
Ну, а потым гэта ўсё перасло ўжо ў сямейнае жыццё. Ну і гэта цалкам мы зусім не ведаем. І тут это абсолютно прыватныя, канешне, рэчы, Да. якія вы можете адкрываць, можете не Нет, адкрываць. не адразу. Але наколькі ён быў, скажем, ну, заклапочаны тым, якім ягоны дом, ці ён утульны, ці ён проста больш часу праводзіў на працы, скажем. Не, он вельмі любіў свой дом. І ён быў, па суці сваёй, чалавек сямейны. Ён не вельмі любіў там кудысьці пайсці, еще што-небудзь. Вельмі любіў дом з хатняй такой. Ну і любіў, каб да яго прыходзілі. Гости. Сябры, гости, да. Даже мои сяброўкі, калі я другим часам думаю, ему працаваць трэба. Ну и кажу ему, что я поеду с дочкой там к своей сяброўке, у той такая же дочка. И он говорил, лепей хай яны все сюды. А ты не надо. Я говорю, так тебе працаваць трэба. А и вы мне не перешкаджаете. И сапраўды, девчата приезжали, он придет с нами, там чай выпьет и пойдет працаваць. Это было так. А, ну, таким вот у хатнім, так сказать, гаспадаранні Стральцоў больш працаваў, скажем так, ці больш ён праводзіў часу менавіта з дачкой? Ну, вось наколькі яны былі непасрэдныя ўсё ж такі? Справа ў тым, што ў яго было много часу. А, ну, на працу ж Не, для того, каб працаваць для сябе. А дачка была то ў садзіку, а потым у школе. То ён, калі яна была вольная, то, конечно, он был з ёй. Ну, яны чыталі, яны Да, гулялі. вельмі много чыталі, много он ей рассказываў, і калі гулялі, так і ніколі на вуліцы он заўсёды ей нешта рассказываў. Он стараўся ей расказаць, каб яна больше, ну, ведала больш. Вот. Но вельмі он засмучаўся тым, што калі мы чыталі, я таксама чытала ёй. Ну і стараліся, конечно, класіку. А эта дзяўчынка нічога нам не паўтарала. Калі мы прасілі, што «а вот мы тебе чыталі, а ты раскажы». Она маўчала як партызан. І калі-нікалі здавалася, ну што такое, дзяўчына памяці не мее, у бацькі памяць, у меня хорошая памяць. Ну, Стральцоў же там мог Да, цытаваць он... сторонками. Это да. А тут дзяўчынка нічога, ну ніяк. Ну, Михась часто говорю, ну нейкі немчык расце, ну немчык. Ну, але ж немчыка тоже любят. Ну и так здарылось, вот я уже упоминала, что у нее была проблема с легкими, и отдали ее в санаторий специальный, который находился при конце Минска. И покольки девчина была домашняя, она зредку ходила в садик, то мы ездили 3 раза на тыдню. И завсёды, як ідем вечером, а ребенок наш сидит в стороне от детей за столиком, и у него тихо текут слезы. Мы никак не могли разобраться, что справа. Пытались, у Ие пытаемся, что, чему ты плачешь? Тебя не любят, обижает тебя воспитательница. Нет, она меня любит. Ну, может, нянечка обижать? Нет, она меня тоже любит. Дети тебя обижают? Нет, они меня любят. А что, почему ты плачешь? Ребенок молчит. Ну, в какой-то раз, в конце концов, Михась увел ее туда, куда-то подальше, и с ней шептался, и она сказала, что я плачу тому, что все дети играют, а я думаю, что зараз ты робишь, что мама, а слезы сами катятся. А перед тем нам главврач сказала, что они ее ничем не лечат, потому что она аллергик. Что не дадут нават тыя лекі, якія дети 30 годов, у нее ни одного не было выпадка с аллергией. А у нее это все-таки была аллергия. Но она у нас довольно была кругленькая девчинка, и только 6 разов там кормили этих детей. Ну, Михай сказал, так и я и уже покормлю, а треба так и 7-й раз. На что и мы будем нервы, коли они не лечат. Ну и мы пошли за этой весткой. Значит, он сказал, вызываем такси, едем домой.
Ну и вызвали эту воспитательницу. И она говорит: ой, что вы робите, у нас Новый год на носе, а у нас буде ведучая этого утренника дитячего, лисичка, а не снягурка. И текст вельми вялизный. И ни один ребенок не может ніводний запомнить. А ваша девчина сходу запомнила и все помнит. Ну, мы стояли как два, я не знаю, как назвать. Ну, наверное, как два идиота. Глядели на нее, она не понимает наше такое. Ну, ладно. Но, тем не меньше, мы забрали ее. А покуль она собиралась, покуль вызывали такси, Стрельцов со слезами на глазах мне говорит: ты представляешь, какие это бедные дети. Мало того, что они такие хворые, такие у них легкие больные, так они же еще идиоты. Говорит, если наша самая разумная там и все памятая, ніколи мы от ей ничего не чули, а она, ну так это ж там бедные дети и головки больные. И ему так жалко было, у него прямо слезы на глазах. Ну ладно, поехали мы такие засмученные, приехали домой. Ну и нечто сели там глядеть телевизор, и она сзади лежит, нога на ногу, и читая некую книжечку маленькую. И вдруг, цитуя нам все то, что мы ей годами читали, и всю классику, Стрельцов так плечи и голову убрал и каже: она что, читать умеет? Я говорю: не, еще букву не знаю. Не погляди, что у ее в руках. Я говорю: маленькая книжечка грузинского автора «Вверх ногами». Боже, что з ім робилося. Схватил я ее. Ой, дочушечка, я ж думал, ты немчик у нас, а ты, оказывается, талантливый человек. А чему ж ты так молчала долго? А чему ты то? И уже, боже мой, не знал, как нарадоваться с этой девчинки. Вот такие вот были относины. Но то, что они были вместе, то это да. И когда такие не шибко разумные люди пытались: кого больше всех любишь? Это глупее питання не может быть. Наш ребенок сказал: номер 1 тату, а номер 2 бабулю, а номер 3 маму. Когда она уже выросла, я у нее пытаюсь. Я говорю: слухай, уже так, как я тебя любила, мне, сдается, немагчыма больше. Чему ты меня на 3-е место ставила? Она каже: все, папа дозволял все. Бабуля амаль все. А ты что-нибудь все время не давала. Я говорю: а я тебе что не давала? А ты мне не давала макароны. А я думала, это не дефицит, чего тебе так шкода. Я говорю: ты помнишь свои вот эти щечки? Она говорит: ну я ж тогда не понимала, что из-за щечек. Ну, увогуле, ён праводзіў з ёй вельмі шмат часу. Вельмі много. Тому так. што працавалі ж тады рэдакцыі, па-мойму, літаральна некалькі гадзін там. Ну, з на 2 дзень. годин. З 2 і... Да, ну и до 5 и хопить. То бок 3 гадзіны ў дзень это была работа такая, сур'ёзная. Да, ну и он брал с собой часто. Вычитывать авторов треба было. Ужо дадому браў руку. Браў дома чытаў, Машына да. такі. Брал. Ну, але 3 гадзіны это былі ў час, калі прыходзілі аўтары, калі была там... Да, тэхнічна. треба было, да. Для яго ўвогуле это было важна, вот напрыканцы, там, скажем, уже 80-е, што ён такі, ну, некі ўжо такі статусны, скажем, чалавек, Да. вялікі часопіс, і ён, у яго ёсць падначаленыя, скажем, там, ён загадчык аддзела, крытыкі. Ну, и мне так здаецца, что он был демократичный человек, потому что его вельми любили девчата, якія працавалі корректорами, якія машинистки, это Машбюро. Они вельми его любили. Вот. И когда он к 2 годинам приходил, а они как раз, у них был перапынок. И был электрочайник, и они пили чай, и свои собойки доставали. Ну, и он бег за угол, там у некую такую, где это кафетерий, и куплял там некие булочки, кексы и так далее. И потом одного разу каже: ну чего я им этой булки ношу? Давайте мне с собойку. Я говорю: ну хорошо. И я ему. А мы
готовили так дома все белорусские справы. И колбаса была пиханая, и сельдисоны, чего только не было. И всякие рулеты. Ну, так я думаю, там девчат даже много. А он-то сытый, он с хаты Ну, с пришел. двух, конечно. Чего ему? Так это я первый раз, когда он принес, эти девчата посмотрели, говорит, Аля, ты як пан живешь. Вот так. Ну, он любил. Когда к нам люди приходили, он отчинял все наши, как это, антресоли, а там усе закатки стояли. Он вельми этим ганарыўся, что у яго все есть у хаце, и все. И такі выпадок был, пришел к нам наш солист, тенор, у той час вельми вядомы Галковский Миша. Они сябравали, а той часто приходил с детьми, со своими, 2 детей, и они пришли к нам. Ну, естественно, пришли, и к нам усе, кто приходил, то, ну, як и положено, за стол. И вот это Миша поел с детьми, встал и каже, а у вас что, праздник сегодня? А Михаил Леонтьевич каже, не, Миша, это у нас грошей нема. Он говорит, вот это да, говорит, а когда гроши, он тогда, о, вот. А что было такого, и он полечил за праздник, сапраўды не было грошей, ну, так не Тобто печатался. все це багаття було руками У хаті, Михайся Леонідовича да. і вашими зроблено. Да, мы каждый вечер летом ездили в лес. Так у нас одного года было 11 литров только суничек этих лесных, маленьких, варенье было. А про чай это компоты были еще, бо Михаил Леонтьевич любил. Но у нас было наготовано всего, и мы могли прожить и без этих грошей. Гроші приходили як гонорари там в основному. Да. Ну, тогда одразу закупалось все, потому что невядомо было, коли наступный гонорар. То на комаровце все закупалось и робилось, и это и сельдисоны, и колбасы пальцем пиханые. Все было. Як треба, як у деревне. Я ж понимала, что человек любит такое хозяйство. Вот. Ну, вот так и жили. Ви сказали, що для його основне таке було слово завсёды – це пристойність. Да. Тобто, що ён ось, наприклад, у людях не переносив? Ён вельмі сажалеў, калі чалавек быў, допустим, или хворы, і інвалід. І даже нават калі он ведаў, што чалавек не вельмі спасобны, яго это вельмі агарчала. Тобто він не без ніякого гневу, а Не, он вельмі как-то ставіўся і вельмі агарчаўся, і он так мог і праслезіцца. Но калі чалавек хлусіў, мог зрабіць якой такой поступок, ну, непорядочный, что ли. Вот это он перенести не мог. Но по доброте душевной мог сделать вид, что он как бы не помнит этого. Но тем не менее помнил и сам первый никогда не звонил. А проча этого у него была еще такая, ну, не ведаю, как сказать. Вось ён заўсёды дома он размаўляў по-руску толькі. А калі звонили из редакции, сябры, ну, как он говорил, мои хлопцы, то он заўсёды, конечно, по-беларуску размаўляў. И потом я стала замечать, что вельми редко, но человек с ним говорит по-белорусски, а он ему на чистейшем русском отвечает. И прошел некий час, летел, покуль я стала разуметь, что он не любит этого человека по какой-то причине. Но за 18 лет жизни с ним я ни разу, ніводнага не пачула ад яго, что той человек или другі, что он кепскі, что он там нешта такое, некі ўчынак зрабіў такі, ніколі ні о ком не казаў плохо. Ніколі. Галоўнае пакаранне Да. это перайсці Но на мог- чистую русскую Да, мову. но мог сказать, это вот у него была причина такая, вот так руку, ну, непристойно. Это непристойно. Вот. Вось уже ў апошнія ягоныя гады, то бок фактычна ўжо ішла такая перабудова,
і віравала палітычнае жыццё. В прынцыпе, мы абсалютна ведаем Стральцова як паэт, празаік, як ён ставіўся да гэтых перамен. Ён не дажыў да канца Савецкага Саюза, але як ён увогуле это ўспрыняў? Справа ў тым, што зато ён быў пры том, як прыйшоў наш этот Горбачов. Я помню, што я прыляцела з працы, воодушевленая, говорю, ой, які чалавек, які разумны, як гаворыць, такі малады, ой-ой, ой-ой. Прямо вся... Он говорит, слухай, дай мне стул, включи телевизор, и я 15 минут его послухаю. И я тебе скажу. Послухал и говорит, ничего не будет. Бывший комсомольчик, молодой Брежнев. Ничего не будет. И на этом скончилась разговорка про этого человека. Но таленавітых людей адразу неяк выкрэсліць і ўбачыць нават тое, што яго как бы і не тычыцца. Я здзівілася, калісьці на экране спяваў Челентано. У такой абдзёртай нейкай майкі з гітарай, такі кнікі, як бомжик. А Стральцов праходзіў міма, так вот глянуў. І говорит, а кто это? Я говорю, вот итальянский певец. Он говорит, але таленавіты хлопец, и пошел далей. Казалось бы, да, какая связь. Но я уже не кажу про яго сяброў, як он ставіўся до своих и этих однокурсников, як он любіў сустракацца з імі, как он высока іх цэніў. Вот. Як любіў сваіх хлопцаў. Конечно, вельмі любіў Карамазова і Брадуліна, Кудраўца. Вот. Слава Куценка был, якого мне не давялося убачыць, але ён заўсёды аб ім казаў вельмі добра. Вот. А хто з маладзейшых таких? З маладзейшых он любил очень Леню, очень любил его. И считал, что он талантливый, и Леня очень часто был у нас в доме со своим маленьким сыном, и у нас девочка была маленькая, они как-то там близко друг к другу. Очень любил его. Вот. И как-то они... чувствовалось, что ему интересно, он вместе говорил, он к Лене относился очень хорошо, из молодых. Но кого сейчас как-то и не припомню. Очень как-то тепло ставился к Баторину. Тоже с ним встречался, тот тогда совсем молодой был, тоже Феликс. Вот. Хотя мне не довелось с ним. Но было цікаво то, что к нему приходило много молодых, и часто я чула, что бовакенца было между кухней и ванной. Я в ванной что-нибудь стираю, тогда же не было этих машинок, то руками. И чую, як он натаскиває гэтых хлопцов, и я потом кажу, что, слухай, что ты з ім займаешься? Он зусім не тягне, он не таленавіты. Стральцов казаў так, слухай, ему трэба дапамагаць. У яго сям'я, і там жонка не працуе, или в дэкрэце, а там і он памагае маці ў дзеревні. Надо дапамагчы хлопцу. И всем трэба надо было, и все были несчастные, он всем помогал. Хорошо. И одного разу приходит хлопец, я запомнила фамилию, Ершов, такой весь элегантный, одет хорошо. Потом Миша сказал, что он инженер по профессии, работает, работа хорошая. И я так само чую, что хороший парень, ничего не скажешь, но тоже такой неспособный, скажем так. Они читали верши ему там на кухне. Да, а он их уже правил, подсказывал, то есть. И когда ушел этот парень, я ему говорю, что а с этим чего ты занимаешься? Он благополучный, но он явно неспособный. На что Стрельцов говорит, так он же еврей. Я говорю, и что? Так их кругом притесняют, и ще я буду его притеснять. Треба допомогчи. Вот так Стрельцов ставіўся да знаёмых, незнаёмых, но асабліва для сваіх друзей вельмі.
Ну, їх найбільш такі чесні, напевно, з Бородуліним були союзи. Да, Бородулин звонил в день, это самое малое 5-6 разов, а то и более. Но они один одному читали свои новые вещи. Там. Я не знаю, как... По телефону в основном. Да, не знаю как, но Бородулин читал, а то ему правил. Но, наверное, и Бородулин ему нечто ж подсказывал тоже, потому что один на одного страшно влияли и любили. И я как-то уже рассказывала, был такой выпадок, что, ну, было дивно, холодно на улице и все. Вдруг приходит Стрельцов, який ніколи не носил капелюшиков, а приходил в беретике в таком, который ему совсем не шел. Я знаю, что Стрельцов ніколи не зайдет в магазин, где там что-то продают. Все я купляла ему. Я говорю, откуда это? Он говорит, Гришку сустрел. Я говорю, что? Так он с кишени вынул, сказал, что голова простыня, треба, надел на меня. Ну и хорошо, беретик сложили, положили у тумбочку, лежал. Ну, проходит, взлетел некий час, опять приходит Стрельцов, уже в другой колер, той был черный, а то приходил синим. Я говорю, а это откуль? Да Гришку сустрел. Я говорю, а что у Гришки? А он с кишеню достал, сказал, не треба так ходить, ругался, что я это простыну, надел на меня. Ну да ладно, опять сложили. Ну, коли третий раз пришел уже в коричневом берете, они все у нас лежали. Я говорю, ну а это откуль? Гришку сустрел. Я говорю, а что Гришка? Він же магазину яго ці як? Не ведаю, у кишеню завсёды ёсць. И он мне одел, сказал, каб я ходил. Я говорю, ну так ходи уже при конце. Каб Гришка уже не турбовался так. А не, мне не иди. Я говорю, так что ты ему не отдал назад? Не, ну надо ж поважать. Ну так поважал. Вот. Ну, Гриша очень его любил. А когда ссорился со мной, Стрельцов, ну такое же в семье бывает, он мне при конце он говорил, ты еще ж зараз поговоришь, и я потелефоную Гришке. А Гришка тебе покажет. Ну, Гришка мне ничего не показывал, и он нечто не жалился Гришку тому. А Гришка ему казал, я брала слухавку, мы с Гришей что-нибудь так перекинемся. Ему вельми подобалося. А потом Михась подходит, и он завсёды казал, Михась, да купи ты магнитофон и ходи за ёй записывай, а потом перекладай на папер. И все будет добро. Ну. Я сподіваюся, Олена Дмитровна, ми неколи сапраўды так і зробимо по параді Григорія Івановича Бородуліна. Дякую вам за сустрэчу, вялікі. І вам так само. Дякую вам, сябры, што нас глядзелі. Спасибо. Ну, вялікае вам дякую.